Окулист, невролог, офтальмолог, терапевт и стоматолог. Первым делом призывники на пункте проходят медосмотр у 8 врачей узкого профиля. Это ответственный момент, так как билет в армию напрямую зависит от состояния здоровья. Сегодня в районном военкомате немноголюдно. Первая группа поедет служить в войсках химической и биологической защиты и в мотострелковую бригаду в Нижегородской области. 8 человек у нас идут в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Команда укомплектована. Следующая команда идет отправка 26 числа. 26 числа идет следующая команда. Там уже идет 9 человек. О том, насколько призывники готовы к отправке на военную службу, отчитались в военкомате. Всего в весенний призыв со всего Назрановского района до конца мая отправятся 85 человек. Мы направляем их в Западный военный округ, это сухопутные войска, Нижегородская область. Там у нас несколько частей, это радиохимическая, биологическая защита, Кантемировская дивизия. У нас также идут такие воинские части, как войска Национальной гвардии, военно-морской флот, военно-космические силы, погранслужба, Северный флот и военно-воздушные силы. Вот эти, каждый род и вид вооруженных сил, к которым мы направляем людей, они дают человеку в течение года получить ту или иную военно-учетную специальность, скажем так, профессию. Есть и те, кто сознательно пренебрегает обязательной службой, считая ее делом добровольным. Как рассказали в военкомате, нередки случаи и возбуждения уголовных дел за уклонение от призыва пополнить ряды вооруженных сил. По 107 человекам направлены материалы в следственные органы для возбуждения уголовных дел. Помимо этого направлены у нас на сегодняшний момент ровно 40 материалов по административному расследованию, по административному делопроизводству за уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии. Каждому назначен штраф в зависимости от 2 до 3 тысяч рублей. А вот Адам Мальсагов один из тех, кто решил связать свою жизнь с военным делом и поступить в военное училище. Подготовил все документы, дело осталось за прохождением медкомиссии. Где ж начало твоего? В военной школе связи. Многие призывники не знают о всех преимуществах службы в армии. Солдат уже через полгода после призыва может заключить контракт для прохождения службы и по истечении 6 лет военной карьеры приобрести себе жилплощадь на сумму до 4 миллионов рублей. Ну а учащимся в заочной форме на высшее образование, помимо положенных 30 суток в году, предоставляется еще 72 дня на закрытие весенней и осенней сессий, без лишения денежного довольствия. И таких примеров масса, так что со строевого шага у солдата может начаться путь в стабильное и обеспеченное будущее. Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.